Привет, меня зовут Александр, я занимаюсь тем, что вожу туристов по горным маршрутам. На данный момент я привез гостей из Москвы в Фанские горы. Мы конкретнее проедем на 7 жемчужин, 7 Мангузорских озер. Гостям очень нравятся, заходят эти маршруты, самые наработанные они в основном. Также Искандер-Куль, водопад знаменитый Фанская Ниагара. Мы работаем, в основном устраиваем джип-туры, трекинги, хайкинги, трекинги. Отличие в том, что на одних маршрутах мы ночуем в палатках, на других мы проходим их за день и возвращаемся на базу. Где-то ночуем в горах, где-то в гостевых домах. Все зависит от маршрута и физической подготовки наших туристов. Перед маршрутом, в принципе, я всегда узнаю, в каком физическом состоянии наши гости, потому что бывает, мы идем на восхождение, как на пик энергия, а бывает, мы просто гуляем, как на Мангузорских озерах, скажем так. Останавливаемся на базе на 6-м озере и, в принципе, выходим на маршрут до Горного кишлака или до 7-го озера и дальше немного до Афганского кишлака. Прогуливаемся и вечером возвращаемся опять на базу.
Таджикистан разнообразен своей природой, Памир-Алаем, Памиром, своими горами. Много очень интересных, красивых объектов. Тот же самый вот Саразм, скажем так, исторических объектов. Таджикистан – страна вообще связанная с историей. Здесь проходил в свое время войска Александра Македонского. Тот же самый, скажем, Искандеркуль, где по легенде утонул конь Александра Македонского, Буцефал. И говорят то, что он раз в году ночью привидение этого коня выходит на поверхность. И кто его сфотографирует, тот прославится. Туризм для меня был когда-то хобби. После времен ковида я очень сильно переболел тогда и не смог работать по профилю. Но каждые выходные я мотался с ребятами в горы, и мне как-то ребята, знакомые ребята, предложили: поставь это на коммерческую основу, начни зарабатывать, так как ты прекрасно знаешь горы, справляешься, поработай с людьми. И я отучился на горного гида, или, скажем так, не гида, а сопровождающего, да. Начал водить группы, ребята показали, научили, что и как, показали Таджикистан, Киргизию, Афганистан. И с тех пор пробные проехал маршруты с ребятами, с одним, со вторым, потом с группами. В принципе, получалось, мне это интересно, мне это нравится. Мне нравится работать с людьми, мне нравится ходить, любоваться природой, мне нравится изучать страны. Путешествие – это хобби, которое превратилось во всю мою жизнь. После тура я отхожу. В сезон у меня бывает то, что одна группа за одной прям выходит. Я приезжаю, предположим, возьмем вот эту группу москвичей, я 5 дней с ними нахожусь, потом на границе Самарканда принимает ту же другую группу эстонцев, и опять же ухожу на новый маршрут, но уже по Памиру. Все мы работаем, гиды, то бишь, работаем с определенными контингентом. Кто-то работает с более навороченными, кто любит комфорт, среду, комфортную среду. Я работаю с теми людьми, которые любят горы, а это уже подразумевает под собой то, что где-нибудь на маршруте отошел в сторонку и все это делаешь. Поэтому зато с видом на природу. Зато с шикарной панорамой на горы, на пятитысячники, шеститысячники. Поэтому люди нормально воспринимают. Бывают, у меня, например, были пробные поездки с египтянами, и не зашел им именно этот вид отдыха, потому что где-то в палатках что-то, хотя заранее предупреждали об этом, но людям не понравилось, им нужен комфорт. Но, тем не менее, от видов ваших гор они были в восторге полном. Люди идут сюда именно из-за дикости природы. А то, что инфраструктура все убьет здесь. Это будет цивилизованный вид отдыха, который интересен определенному кругу людей. А сейчас именно фаны посещают немного иные люди, кто любит походить пешком, полюбоваться дикой природой. Ну, Литовка — это, как бы вам сказать, это местное название такое. Это обычно выезжают местные жители на летние пастбища высоко в горах. Они там живут, там же готовят, все, природа феноменальная, виды оттуда шикарные. Гостей я обязательно туда подниму. Это то, что вот над Шестым озером, предположим, кишлак выше 3000 метров. У нас по программе это положено, в принципе, мы пробежимся там по этому маршруту, закольцуем его опять же на Шестом озере. Там же у нас состоится обед, мы посмотрим, чем питаются местные жители.
Первое, что меня поразило, это в первую мою поездку, это вот на 7-м озере Маргузор я увидел. Это обрабатывали местные люди землю, обрабатывали на валах и пахали ралом, не плугами, а именно ралом. Это машина времени. Остановилась где-то что-то, как будто я попал в прошлое. Это то же самое, старые мельницы деревянные. Но это более как-то распространенно. Вот то, что когда обрабатывали землю, да тот же самый по Гбао, горному Бадахшану, по Памирскому тракту, проедьтесь, эти кишлаки, горные аулы. Посмотрите на цвета одежды. Каждый цвет, каждый орнамент что-то у них означает. Каждый головные уборы. Сколько висит, какого, что-то, а эти голубые глаза, рыжий человек в горах, высоко в горах, а это народность целая, поселениями они рыжие голубоглазые. Моим гостям в первую очередь интересна эта природа и объекты, связанные с историей. Я обычно вожу группы именно где-то что-то с культурой связанные, не просто что визуальный контент, как я называю, инстаграмные, а чтобы инстаграмные фото были связаны с чем-то, привязаны к чему-то. То же самое, как вот Искандеркуль, предположим, где стоял лагерем Александр Македонский. Эти легенды, связанные с Буцефалом. Тот же крепости, вот эти старые. Вот Саразм, городище, 5500 лет. Это же супер. Вы посмотрите, здесь когда-то по этой земле ходили люди. Тогда еще времена Рим не существовал. Вы представьте это. И здесь жили люди, здесь уже существовал город, стоял. Причем это доказано всеми научными институтами. Объект взят под охраной ЮНЕСКО находится. Pamir Highway is not only fun, with cold nights and dangerous tracks. Пакистан, и мы первый раз здесь. Мы для себя его открываем по-новому. Сумасшедшие волны на озере Хазар-Чашма совершенно не давали работать с камерой. Пойдем, все равно проходить надо. Друзья, всем привет! Я снова на связи. И на этот раз я в Таджикистане. Только толкать. Только толкать. Только толкать? Да. В городе вечного понедельника. За суперсовременный город. А это Душанбе, столица Республики Таджикистан. История, география, это все взаимосвязано, и это, когда это все в совокупности, это очень и очень интересно. Особенно людям, не связанным с этим, и им охота отпуск провести в красивых местах, послушать легенды, красивые истории, попробовать местные национальные кухни, увидеть местный колорит, как живут люди, как в прошлом жили люди на этой земле. Это все и притягивает. А мы с Узбекистана любители вообще приехать к вам в Таджикистан, посмотреть, даже не минуя туристов, просто для себя, просто полюбоваться природой, расслабиться. Своеобразный вайб, кайф, это же супер просто походить, где-то на вершине посмотреть. Когда внизу температура в Ташкенте, предположим, под плюс 49, ты поднимаешься на высоту, где плюс 10, а ночью до нуля опускается. Ты ночуешь, и утром с рассветом приподнять этот кофе, встречать рассвет высоко где-нибудь на 4000-тысячнике, предположим, это обалденно, это супер. High where the clouds kiss ancient stone lies Tajikistan, proud and lone. Through the mighty Pamir mountains rising tall, nature whispers stories older than us all. Rivers sparkle like threads of silver light, flowing through valleys silent and bright. In Dushanbe the city softly gleams, a meeting place of mountains,
mountains in gold. The timeless beauty of this land unfolds in the heart of Tajikistan. Wild and grand lives the spirit of a resilient mountain land.